Обида стала причиной убийства 48-летнего мужчины сегодня днем на улице Челюскина. Подозреваемый его 43-летний знакомый, которого оскорбило замечание товарища. Обида оказалась смертельной. Он ударил мужчину несколько раз ножом в грудь. Предполагаемый убийца не стал скрываться, ждал задержания у тела товарища, не выпуская из рук орудие преступления. Чего не поделили мужчины, знает Нафиса Минязова. Видел несколько раз. Ага. Он сегодня утром ходил в магазин вместе с этим же другом, но без забора. Все, а сейчас вот выхожу и вижу эту картину. Местные жители рассказывают, ни у погибшего, ни у подозреваемого нет определенного места жительства. Ночевали они в подвалах. На жизнь зарабатывали как могли, порой не совсем законно. Часто выпивали. В этот раз они нашли на улице металлическое ограждение и решили сдать его в пункт приема металлолома, но не донесли. Именно этот кусок забора и стал причиной трагедии. Потерпевший сказал своему приятелю, что тот неправильно его несет, и тогда злоумышленник набросился на него с ножом. Своего приятеля он ударил ножом несколько раз. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался еще до прибытия медиков. Погибшему было 48 лет. Его приятеля, 43-летнего подозреваемого, задержали на месте. Он даже не пытался бежать и не стремился спрятать орудие убийства. По данному факту в Следственном отделе по авиастроительному району города Казани возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него мер пресечения в виде заключения под стражу. Если его вина будет доказана, то место жительства на полном государственном обеспечении на ближайшие годы ему будет гарантировано. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.